Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 7 ноября 2023 года. На канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск «Аспектов Республики». И веду сегодня его я, Руслан Валиев. Наша трансляция уже в YouTube запущена, поэтому приглашаю вас к общению. Пишите свои комментарии, оставляйте вопросы. В общем, делитесь соображениями по поводу того, что слышите или, может быть, не слышите, но хотели бы услышать. Зрителей, которые смотрят нас в записи в ВКонтакте, Одноклассниках, я также приветствую. Рад, как говорится, всех видеть. У нас позади выходные. Нас, получается, в эфире не было несколько дней, 3 дня конкретно. И, в общем, в полноценный режим мы уже должны вернуться, я думаю, завтра, когда все ребята будут на месте. Вот. Но сегодня хотя бы пообщаемся и текущие новости обсудим. Соответственно, давайте начнем. Если есть какие-то технические вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Я вот вижу, что могут случаться небольшие сбои. Если они будут усиливаться, будем, как говорится, меры принимать, но пока вроде ситуация нормализовалась, поэтому я могу, собственно, разговаривать. Итак, начну с новости, которая касается напрямую меня лично и нашего издания. На прошлой неделе вышел указ Радия Хабирова, главы республики. В четверг вечером он появился, в пятницу стало о нем известно, о том, что изменился состав Совета по правам человека в Башкортостане, в котором я состоял хотя бы формально, в первом составе с 19 по 22 год. Мы с единомышленниками, тем более я там был в этом смысле не один, кое-какую активность проявляли. Во втором нет. И вот решение было принято, меня вывели из этого состава. Также Валерия Самохина, юриста, который некоторое время работал уполномоченным по защите прав потребителей при главе Республики Башкортостан. Вот нас двоих из этого состава вывели и каких-то там двоих людей ввели. Фактически на поверку ничего не меняется, но надо понимать, что это тоже довольно-таки символичное, наверное, решение, важное решение. За ним последует и у нас внутри аспектов кое-что важное и существенное, а именно наш коллега, замечательный журналист, опытный Разиф Абдуллин будет на должности главного редактора вместо меня. Вот, я продолжу с вами работать, общаться вот в таком формате, проводя некоторые наши утренние программы «Аспекты Республики». Вот, на должности главного редактора будет Разиф Абдуллин. Это, в общем-то, давно назревшее решение, и вот оно уже на данный момент будет реализовано. Опять же, для вас, по сути, ничего не изменится, мы будем также делать новости, также проводить эфиры, и лично я буду с вами встречаться вот в таких вот утренних форматах. Сегодня у нас довольно много новостей, кстати, есть даже что посмотреть и по поводу чего посмеяться. В общем, даже сразу, наверное, давайте с этого начнем. Народного единства, из-за которого весь сыр-бор, из-за которого, соответственно, у нас длинные выходные. В Москве на ВДНХ открылась большая выставка, посвященная России, и все регионы там представили свои экспозиции. Башкирия не осталась в стороне, это нормально, это правильно, но тут надо просто-напросто видеть, в каком виде сами себя преподнесли
члены официальной делегации нашей республики, которые, ну, мягко говоря, вырядились, ну, как какие-то, не скажу клоуны, ну, наверное, скажу, почему нет. Просто надо это увидеть. Давайте посмотрим, и я скоро к вам вернусь. Артур Видельбаев, видите, я во главе колонны так называемых космонавтов. Ну, в общем, это все. Не знаю, то ли сами сообразили на кулуарах Белого дома, что не совсем это все по-современному, опять же, будем мягко выражаться, и начали даже в околовластных телеграм-каналах высказываться на сей счет. Я имею в виду Техас Хабирова. Это телеграм-канал, который вовсю хвалит все, что происходит в республике. Ну, как минимум, все то, что происходит около радио Хабирова. И вот там прозвучали такие нотки, что, дескать, министр цифрового развития Геннадий Разумикин, который был в этой колонне космонавтов и скромно махал рукой, не догадался отправить туда заместителей, как другие это сделали, для того, чтобы, ну, типа, самому не позориться. Я прекрасно понимаю, что Разумикин тут ни при чем, и его смущенный вид в этой одежде продиктован тем, что, ну, нельзя было не смущаться, когда тебя облачили в такое снаряжение. Но ведь это кто-то другой придумал, отвечающий за организацию ивентов, так называемых, да? Кто-то на самом высшем уровне наверняка это одобрил. Тот же иностранный агент Ростислав Мурзагулов, который прекрасно знает, как внутри устроены эти все дела, в своем телеграм-канале написал, что у него нет сомнений о том, что такие вещи, куда должен был и, возможно, еще даже заедет сам президент страны, согласовываются на самом высоком уровне в республике, то есть лично Радием Хабировым. Вот, и можно делать, соответственно, выводы по поводу предпочтений, что ли, вкусов людей. Ильяс Баширов пишет: поздравляю с выходом из состава СПЧ. Ну да, наверное, принимается. Спасибо. Я, в принципе, все на эту тему сказал. Если вы спросите, почему сам не выходил, на самом деле просто для того, чтобы оттянуть этот момент. Все-таки мы занимаемся, мягко говоря, неблагодарным делом в нашем современном мире, журналистикой, которая претендует на роль честной и справедливой. Сами понимаете, в такой ситуации любая возможность иметь подстраховку, назовем это так, она должна быть использована. И вот я считал, что как бы формальная численность в этом составе, как бы она в этом смысле идет на пользу нашему изданию, нашим с вами встречам и так далее. Вот. Ну и дальше будем двигаться. Выходные запомнились полярным сиянием, которое застало врасплох многих жителей республики, но тысячи и тысячи фотографий появились вслед за тем, что люди увидели в небе позавчера. Надо сказать, что это произошло не только в Башкирии и не только вот в тех районах, о которых пишут некоторые издания. Огромная территория северного полушария была охвачена полярным сиянием, как минимум от Урала и Сибири даже немного, до центральной и даже западной Европы.
все это дело происходило. В тех местах, где небо не было затянуто облаками, люди могли это все наблюдать. Причины, к счастью, чисто природные, естественные, никаких антропогенных факторов на это вроде как не повлияло. Хотя, конечно, сторонники различных конспирологических теорий в этой ситуации тоже заговорили, что вот, дескать, какие-то страны нехорошие, стремящиеся кого-нибудь как-нибудь поработить или уничтожить, что-нибудь проводят. Как говорил один покойный политик, мы способны сдвинуть ось Земли на пару градусов, и там каких-то стран не будет. Ну, давайте уже, как говорится, вернемся к повестке. Дилара Гундорова, хорошо нам с вами уже известная, назначила дату и повестку первого заседания Народного правительства, и это сегодня, буквально уже менее чем через час планируется. Значит, первым пунктом этого так называемого народного правительства стоит организация его деятельности, формирование организационных документов, кадровые вопросы, план работы на 2024 год. Вторым пунктом – финансовое обеспечение народного правительства, вопросы легализации экономики, обзор финансовой дисциплины предприятий. Третьим – обзор текущих обращений, обзор оперативки главы региона. Я плохо понимаю, если честно, вот это вот начинание. Реально не могу понять, но, наверное, когда мы увидим уже в деле, что-то поймем. Ну вот политтехнолог Андрей Потылицын возьмем, который был на прошлой неделе у нас в эфире, тоже скептически отнесся к этой идее. Ну, опять же, я как журналист, которому нужны информационные поводы, желательно какие-то низовые, когда люди проявляют инициативу сами, я все-таки, наверное, больше рад этому, хотя и, еще раз повторю, не совсем понимаю. Вот скоро разберемся. Также надо сказать, что буквально в эти минуты у нас в Верховном суде Башкортостана должно начаться заседание по апелляции признанной экстремистской и террористкой Лилии Чанышевой. Еще летом ее приговорили к 7,5 годам. Я напомню вам эту информацию, вы, я думаю, прекрасно также об этом знаете. Еще в октябре должна была состояться апелляция, но тогда дали время на ознакомление с материалами дела, в том числе и другому фигуранту, Рустему Мулюкову. И вот сейчас Верховный суд, скорее всего, уже что-то там начинает. И есть там, я надеюсь, в том числе наши коллеги, от которых мы узнаем информацию из первых рук. Может быть, даже уже до конца нашей программы что-то появится нового. Из важного, что сказать, более 100 общественных характеристик положительных поступило в суд, в том числе от нашего прославленного земляка Юрия Шевчука, лидера группы ДДТ. Люди по собственной инициативе писали характеристики на Лилию Чанышеву для того, чтобы судья могла приобщить их к делу и, например, хотя бы изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Я тоже, надо сказать, свою характеристику подписал и отправил, еще будучи членом СПЧ, так что, в общем, свои 5 копеек в это дело внес. Ждем, как говорится, новостей. Дальше. Околовоенная тема. Чем у нас тут характерно? В Уфе начали ходить по квартирам и предлагать заключить контракт с Минобороны России. Об этом сообщили пруфы. Об этом сообщил читатель изданию, и он сказал, что к нему пришли неизвестные люди и предложили заключить контракт. Случай произошел в Советском районе, на улице Мингажева. По его словам, люди приходят и представляются сотрудниками администрации Советского района. По словам адвоката Романа Петрова, это все не совсем законно. У нас ведь есть официально существующие штабы формирования добровольческих батальонов, но они никому вот так не ходят. Или есть Росгвардия, та же самая. Возникает вопрос предоставления персональных данных граждан, а именно адресов, учитывая, что это не мобилизационные мероприятия и не призывные, где все законно через военкомат делается, подытожил он. Действительно, есть информация, что это не только в Уфе, наверное, не только в Башкирии, в принципе, это по стране происходит. Существует
для руководителей местных мобилизационные планы. Решили же уже давно, это нам очевидно с вами, идти другим путем, никаких частичных мобилизаций, как год назад, не проводить, а созывать людей, ну, скажем так, добровольно. Но чтобы усилить это самое добровольное заключение контрактов, ходят по квартирам и в том числе уговаривают. Для этого составляются даже определенные списки некоторых категорий граждан, ну, скажем так, безработных или людей, работающих на определенных специальностях. Поэтому удивляться этому, конечно же, не приходится. Так, ну вот те же пруфы, кстати говоря, пишут о том, что жители Башкирии поиздевались над директором геопарка Таратау Артуром Идельбаевым в костюме космонавта. Видео, о чем мы смотрели с вами выше, поэтому можете почитать. Возможно, кстати говоря, после реакции общественности и в Белом доме все-таки пошли на то, чтобы немножечко на эту тему подумать. Ну, действительно, ребята, ну, при чем здесь вообще космонавты? Ну, какие космонавты? Ну, Башкортостан, окей, ну, может быть, какими-то супер достижениями в области науки нам похвастаться сейчас и сложно, но все-таки надо быть более креативными, да и хотя бы более адекватными, что ли, потому что представлять республику в форме космонавтов, люди, те же самые москвичи, которых посетили бы эту выставку и, возможно, видели этих людей, у них сразу возникнет ощущение, что Башкортостан славен тем, что либо есть свой космодром, либо есть какая-то ракетная промышленность, либо, я не знаю, скафандры шьют у нас для космонавтов. Вот сразу возникает такое ощущение. Ну, либо то, что у нас клоуны живут сплошные, которые ничего лучше придумать не могли, как использовать избитую тему на федеральном причем уровне, тему космонавтики. Ой. Целительница подала в суд на онколога из Башкирии за критику ненаучного метода лечения. Тоже пруфы об этом сообщают. Интересная история. Значит, в Москве завершился суд первой инстанции по делу фитотравницы, утверждающей, что может лечить рак. Евгения Беляевская, которая продает травы под брендом «Байкал-Дар», подала иск против медика, выходца из Башкирии Екатерины Тимофеевой. Мол, та порочит ее деловую репутацию. Причиной послужили посты Тимофеевой про опасность недоказанных методов лечения онкологии. Сначала спор разгорелся в соцсетях, затем перешел на судебную скамью. 13 октября арбитражный суд Москвы вынес решение все-таки в пользу врача-онколога, а не в пользу травницы. В общем, интересная история. Действительно, друзья, я бы все-таки был внимателен, в том числе в таких вопросах. Я уже не говорю про все вот эти вот бизнес-тренинги, о которых нам напомнила история нашего еще одного земляка Аяза Шабуддинова на прошлой неделе. Ну, там хотя бы относительно безобидно все это. Люди просто вкладывают свои деньги и, может быть, теряют их, и при этом не приобретают каких-то полезных знаний, которые им обещают. Но в данном случае ведь речь идет о здоровье, которого можно лишиться раз и навсегда и не вернуть, соответственно, после всех этих внешних воздействий. Медиакурсеть. На трассе, из-за которой арестован директор Башкиравтодора, погиб рабочий из Самары. Там новые подробности поступают. Значит, трасса Бирск-Тастуба-Сатка, давний проект, еще Рустем Хамитов о нем довольно много говорил. Стало уже печально известной вот ввиду коррупционных проявлений. Значит, ранее дорога не раз становилась центром скандалов, пишет издание «Медиакурсеть». Ее завершение несколько раз переносилось. На сегодня сроком открытия обозначен декабрь текущего года. В конце прошлой недели был арестован глава Башкиравтодора, ответственного за стройку. Выяснилось, что гендиректор и два его подельника из подрядной организации освоили 91 миллион рублей на доставке дорожно-строительных и инертных материалов для нужд трассы. Мы об этом с вами говорили. Так вот, по мнению трудовой инспекции, к гибели 61-летнего дорожного рабочего привело плохое обеспечение безопасности труда. На уроженца Самарской области наехал каток, водитель которого двигался задним ходом.
Специалисты инспекции указали, что работники не были официально трудоустроены в подрядную организацию общества с ограниченной ответственностью ТАНЫП, а трудились по договору оказания услуг, то есть договор ГПХ так называемый. Проверка выявила, что подобные же договоры действуют с еще 66 работниками организации. 51 рабочие – это выходцы из Армении. На самом деле отношения с ними должны были регулироваться полноценными трудовыми договорами. В общем, практика-то распространенная, как говорят, общее место. Неужели для кого-то это открытием является, что людей вот так вот оформляют для того, чтобы не вступать с ними в полноценные трудовые отношения, для того, чтобы можно было бы их в любой момент разорвать по прихоти прежде всего работодателя, ну и не нести ответственность в полной мере, то есть не выплачивать те же самые больничные, отпуска и так далее. Тем временем Министерство труда, семьи и соцзащиты Башкортостана озвучило число детей-сирот, проживающих в приютах, и статистика не радужная, их стало больше. На 1 января их зарегистрировано 10 882. Это 1,2% от общего числа детей региона. Согласно опубликованному проекту документа, большинство детей, это 93%, находятся на воспитании в замещающих семьях при этом. 597 детей проживают в приютах, а 164 ребенка получают образование в вузах и средних учебных заведениях специальных за счет государства. В сравнении с 2021 годом количество таких детей выросло на 13,8%, а по сравнению с 2020 годом на 16,4%. Возникает вопрос, конечно, он должен быть адресован специалистам, что же происходит, с чем связано увеличение числа детей-сирот, а не с той ли демографической политикой, которая стимулирует всеми правдами и неправдами рождаемость, но при этом никак не занимается, собственно, жизнью в семьях. То есть одно дело нарожать кучу детей, другое дело суметь их вырастить и суметь вообще найти способ сделать так, чтобы семья при этом была полноценной. Надо сказать, у нас есть информация о политзаключенных, помимо Лилии Чанышевой, по которой сейчас должно начаться заседание. Айрата Дильмухаметова этапировали в тюрьму особого режима в Минусинске Красноярского края. Такая вот новость поступила. Значит, он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за оппозиционное выступление. Это случилось еще 2 года назад. Так вот, недавно еще были решения судов дополнительных для того, чтобы о том, чтобы его в другие условия содержания поместить. Его родственники сообщили, с ним долго не было связи. На днях мы узнали, что еще 20 сентября его отправили по этапу из Читинской колонии, а 5 октября доставили в Минусинскую тюрьму. Значит, как сообщалось ранее, все время отбывания своего срока Дильмухаметов постоянно подвергался в колонии наказаниям за вменяемые ему, дескать, мелкие нарушения режима. По мнению его соратников, это делалось с целью максимальной изоляции общественника. Вот такая вот история. Надеемся на новые подробности. Надеемся, что все-таки с Айратом Дильмухаметовым все будет в порядке. Тем временем других политзаключенных, тут я опять же никак не сомневаюсь, обвиняемых по делу марксистского кружка в Уфе этапировали в СИЗО Екатеринбурга. Опять же, они еще не приговорены ни к чему, они находятся в СИЗО. Но как и Чанышеву, этапированную из Уфы в Дюртюле, их тоже из Уфы решили перевести. В частности, депутат, уже экс-депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин находится в СИЗО-1 по Свердловской области. Павел Матисов, еще один обвиняемый, в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора при колонии ИК-2. Остальные фигуранты – Ренат Букреев, Юрий Ефимов и Алексей Дмитриев – в СИЗО номер 5 по Свердловской области, то есть в разные места их поместили. Значит, об этом сообщил руководитель группы их поддержки, левый активист из Уфы Андрей Головачев. Он добавил, что уже получил письма от Чувилина и Дмитриева.
Дима Чувирин, в частности, пишет, что доехал нормально. На пересылке в Челябинске был всего 5 дней. В камере в СИЗО их 5. Чувство юмора он не теряет. Вагон-ЗАГ называет туроператором, не рекомендуя им никому пользоваться. А СИЗО называет гостиницей, которой, по его словам, больше 200 лет. Шутит также, что в СИЗО нет услуги интернет-магазина и сообщает, что цены в местном ларьке заоблачные. Вот такая вот история. В марте 22 года их еще всех арестовали, обвинили вот в неком экстремизме за то, что они собирались в небольших сообществах и обсуждали труды Карла Маркса, поэтому кружки названы марксистскими. И вот, на самом деле, что хотят им вменить, это отдельный, конечно, вопрос, просто-напросто беспредельный. Кто занял лучшие места на парковке Уфа-арены в день зеленого дерби? Задались вопросом журналисты Уфы-1. И с удивлением, а может быть не с удивлением, обнаружили там довольно-таки любопытные экземпляры. Кое-что я хочу вам озвучить. Значит, одну секунду. Значит, Мерседес главы Башкирии, там они обнаружили, это как бы, наверное, ожидаемо, с номером А100, А102 РУС. Чуть правее от автомобиля главы республики расположилась машина его тестя, Владимира Бабаяна, отца первой леди Башкирии. Он приехал на китайском внедорожнике «Танк» 523 года выпуска, пишет Уфа-1. За новый такой просят от 5-6 миллионов рублей. Нам удалось выяснить, что владелец управляет этим авто всего 3 месяца, но уже успел набрать 25 штрафов за превышение скорости и стоянку на трамвайных путях. Все события происходили на территории Башкортостана. 2 штрафа он не оплатил. Первый был за поворот налево или разворот в нарушение разметки, второй неизвестно. Но последним заинтересовались приставы, которые теперь будут взыскивать 1500 рублей штрафа. Пока Владимир Бабаян не оплатит штраф и не решит вопросы с приставами, продать авто он не сможет, делают вывод журналисты. Что известно про Владимира Бабаяна, в целом про семью первой леди Башкирии, причем тут абхазская мафия, мы уже рассказывали раньше. И тут специальная ссылка на эту тему приводится. Дальше тут целая подборка крутых автомобилей с номерами, с фотографиями и анализом того, кому они принадлежат. Я уж не буду все это перечитывать, молодцы ребята, такие вот мини-расследования любопытные иногда делают. Так, тут комментарии я зачитаю, которые нам зрители прислали к вышеозвученным темам. Ильяс Баширов писал, что не трудоустраивают людей, чтобы не делать отчисления от зарплаты в пенсионный фонд и медстрах. Да, конечно, 40% примерно это все составляет, и таким образом предприятие, как говорят, оптимизирует свое налогообложение, безусловно. Скандалы в собственных семьях. Сначала нужно смотреть и бороться. Видимо, с этим имеет в виду Марат Ахтямов, судя по всему, разбивает тему, которую мы обсуждали касательно детей-сирот, количество которых у нас в регионе выросло. Да, здесь согласен, не поспоришь, друзья мои. Опять же, в выходные, в праздники, тут новыми обещаниями пополнилась копилка обещаний руководителей региона. И СМИ об этом уже уверенно заявили. Что пишет Башинформ? В Башкирии, Ишимбайский и Бурзянский районы соединит асфальтовая трасса. Опять же, пишут, как будто бы это фактически уже решенный вопрос. Точнее, вопрос может быть даже и решенный, но то, что он будет реализован, как говорится, бабка надвое сказала, да, можно еще и 10 лет прождать, как с той же самой трассой Бирск-Тасту-Басадка, которая вроде бы все-таки строится, но все никак не может быть сданной. Главе Башкирии презентовали проект строительства новой асфальтовой дороги, состоящей из 4 этапов. Она должна соединить, соответственно, Ишимбайские и Бурзянские районы, пройти по горно-лесной зоне. Часть новой транспортной артерии предстоит построить полностью, некоторые участки нуждаются в реконструкции. Хабиров побывал на площадке, где в ближайшее время начнется первый этап строительства. Протяженностью 8 километров, начиная от села Макарова в направлении Кулгунина в Ишимбайском районе. Строительство обойдется в 300 миллионов рублей. Деньги в бюджете на следующий год якобы предусмотрены.
В рамках последнего этапа проложат дорогу уже до села Верхний Овзян Белорецкого района. Строительство дороги от Макарова до Кулгунина должны завершить к 2027 году, делает уверенное заявление Башинформ. Ну, надо сказать, Хабиров побывал еще и у водопада Кук-Караук, известная туристическая достопримечательность, куда хороших подъездных путей нет, и пообещал сделать что-нибудь, опять же, без конкретики, да, заняться, грубо говоря, вопросом того, чтобы это место стало более доступным. Хочется надеяться, конечно. Я сам туда приезжал, ну, правда, в сухой период, когда водопад был практически высохшим, но только в этот период я мог приехать туда на обычном легковом седане. «Хватит кормить Москву», пишет наш зритель Александр в форме лозунга, комментарий к трансляции. Есть такое мнение, и это мнение довольно популярно, довольно распространено. Я должен буду с вами прощаться, друзья. Время наше подходит к концу. Новостей новых мы не получили по поводу ситуации с Лилией Чанышевой. Будем надеяться, что хоть какие-то позитивные новости в течение дня получим. Читайте их в телеграм-канале, на сайте Аспектов, во всех социальных сетях. Эфиры следующие у нас уже в нормальном графике, в нормальном формате должны пойти с завтрашнего дня, то есть утро. Потом интервью, аспекты мнений, поэтому следите за анонсами. Ну а пока что хорошего дня, удачной трудовой недели, укороченной. Берегите себя и до встречи.